Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня мы вас приветствуем на нашем вебинаре, который посвящен презентации авторской программы «Азбука права». Данная программа в этом году именно получила статус авторской. Хотелось бы немножечко познакомить вас с ее концепцией, можно сказать, дать небольшую справочку о том, каким образом мы приобрели именно тот продукт, который на сегодняшний день мы имеем, то есть некая предыстория. Также мы хотели бы вам сегодня дать основные концептуальные идеи и, естественно, ввести в курс данной программы, познакомить с ее содержанием, структурой. А также сегодня представляем вашему вниманию учебно-методический комплекс, который также является приложением к данной программе. Я сегодня хочу продемонстрировать авторскую программу через вот ту презентацию, которую для вас подготовили мы. Программа курсов неурочной деятельности, гражданско-правового просвещения обучающихся «Азбука права» имеет социальное направление общегуманитарного цикла. Она рассчитана на 3 года обучения по ступеням образования. Так как мы ориентируемся на детей разных возрастов, то, соответственно, мы включили в данный контекст программы детей разного возраста, начиная с начального звена и заканчивая старшим возрастом, что связано уже с выпускниками школы. Рецензентами нашей программы являются такие люди, которые имеют определенный авторитет в Республике Коми. Это у нас епископ Петерим, архиепископ Петерим, Сыктывкарский, Коми-Зырянский. Также это Евгения Николаевна Яковлева, доцент кафедры теории государства и права и основ правоведения юридического института Сыктывкарского государственного университета имени Петерима Сорокина, и Екатерина Михайловна. Она является методистом Центра развития общего образования, воспитания и социализации нашего Института развития образования. Вот именно когда мы разрабатывали эту программу, мы шли поэтапно, по ступеням. Естественно, мы прислушивались ко всем рекомендациям, которые нам были предложены данными специалистами. И мы знаем, что в системе общего образования, а также дополнительного образования, в системе профессионального образования сегодня является приоритетным направлением именно правовая грамотность и те основные задачи, которые мы решаем в рамках именно данного направления. Данные специалисты, они нам помогли именно продумать ту концепцию программы, которая бы удовлетворяла современным потребностям нашего общества. А наше общество, оно сегодня строится на принципах демократии. И, естественно, нам очень важно формировать не только правовую грамотность и правовое самосознание, но и гражданскую позицию и, конечно же, патриотическое самосознание подрастающего поколения. На сегодняшний день мы в рамках концепции используем различные цитаты. И мы считаем, что так же, как, наверное, много тысячелетий назад еще известный Аристотель говорил о том, что никакой пользы не принесут самые полезные законы, если граждане не будут приучены к государственному порядку и в духе его воспитаны. То есть получается, что каждое общество на каждом своем этапе развития имеет определенные законы. Естественно, каждое общество имеет свои ценности, свои принципы, на которых строится общество в целом. И очень важно не просто быть законопослушным гражданином, но именно понимать, для чего нужен закон, порядок, для чего нужно соблюдать нормы морали, нравственности и что такое вообще духовность. Духовная составляющая, она неотъемлемая часть законопослушного гражданина. Актуальными для российского образования остаются и слова выдающегося русского мыслителя, правоведа, философа Ивана Ильина. Он является глубочайшим
аналитиком в области патриотического воспитания. И я считаю, что он на многие годы сумел предсказать судьбу нашего Отечества именно благодаря этому чувству глубокой любви к своей родине. И слова философа Ивана Ильина звучат таким образом: «Государственное и политическое обновление может прийти только из глубины правосознания и человеческого сердца». Вот так вот глубоко и искренне Иван Ильин говорил о данной составляющей. Мне бы хотелось поговорить еще, конечно же, и об основных концептуальных идеях и концептуальных установках, потому что концепция программы нашей, она предусматривает именно не только изучение прав, обязанностей, каких-то норм морали, закона. Но и самое главное, что должно формироваться благодаря изучению данной программы, это любовь к России, к своему народу, к своей малой родине. В основе данной программы закон, правопорядок, свобода и ответственность, доверие к людям. Совсем недавно в Республике Коми состоялся форум, который посвящен был рождественским чтениям. И одно из важных направлений этого форума была такая тема, как свобода и ответственность. Что же такое свобода и ответственность? Как на сегодняшний день подойти к этим понятиям? Очень важные вопросы обсуждались в рамках этого форума. И многие эксперты, модераторы, именно благодаря вот тем выступлениям, которые звучали, пришли к пониманию того, что прежде всего свобода и ответственность она заключается в том, чтобы выполнять свой долг перед старшим поколением, перед семьей. Что такое почитать родителей, чтить родителей? Почему даже такая как задача, как в нашей Конституции прописано, что совершеннолетний ребенок, он уже является 18 лет, мы знаем, что совершеннолетие достигается, и уже ребенок должен заботиться о своих престарелых родителях. То есть это не только заповедь, скажем, это закон нравственности, но это и конституционная обязанность, а также забота о старших и младших. То есть родителей о детях, справедливость, милосердие, честь, достоинство, личностная значимость, ответственность, родная земля, родной край, гражданственность, Отечество, планета Земля. Конечно же, личность, она сегодня в приоритете. Все те законы, которые у нас на сегодняшний день развиваются, существуют. Это законы, которые прежде всего охраняют наше личностное достоинство. Как важно понимать, что же такое личностная ответственность и достоинство. А что же такое гражданственность? Понятие это очень широкое. Оно предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и обязанностей по отношению к самому себе, своей семье, коллективу, к родному краю, к Отечеству, планете Земля. Это проблемы не только философские, социальные, экономические, но и педагогические. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения — это самобытная личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового долга. По мере обновления законодательства и накопления соответствующей правоприменительной практики все более явным становится разрыв между новым демократическим законодательством и низким уровнем гражданского сознания подрастающего поколения. Ведущая роль в решении этой проблемы принадлежит школе. Предметом правового воспитания выступает правовое сознание молодых членов общества. К сожалению, недостаточно в учебном плане только изучать предмет обществознания. На сегодняшний день именно мы предлагаем в рамках внеурочной деятельности данное направление реализовать. И азбука права, она помогает решать именно задачи правового и гражданского становления личности. Правовое воспитание, если рассмотреть его с точки зрения тех приоритетов, которые сегодня существуют в обществе, это система мер, направленных на формирование правовых идей, норм, принципов, представляющих ценности мировой и национальной правовой культуры. А базовые же национальные ценности российского общества — это гражданственность, патриотизм, духовность, положительное отношение к труду и творчеству, социальная солидарность, семья и мировые религиозные культуры. Поэтому частью
нашей программы это является отношение к конфессиональным культурным традициям. А это мировые религиозные культуры. Мы понимаем, что, конечно же, это 4 мировые религии, на которые мы вправе сегодня опираться. И тот предмет, который у нас введен в систему начального образования, это основы религиозных культур и светской этики, он говорит нам, дает нам пример и право выбирать именно тот модуль, который считают нужным для своего ребенка родители. И вот мы считаем, что данная программа является именно документом для реализации именно тех положений, которые предусмотрены основами государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, утвержденных президентом еще в 2011 году. А цель программы – это формирование основ правового самосознания, гражданственности, патриотизма как социально значимых качеств личности, формирование патриотических чувств и сознания, обучающихся на основе исторических ценностей, роли судьбы в судьбах мира, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, край, семью и ее выдающиеся достижения. Российское образование должно быть ориентировано на формирование у юных граждан России таких качеств, как приверженность именно отечественным ценностям, неравнодушное отношение к судьбе своей большой и малой Родины. И поэтому очень много тем в УМК – это те конспекты занятий, которые помогают педагогам понять именно ценностную сущность данной проблемы. А задачи программы структурированы по уровням общего образования, поскольку каждый блок предполагает участие разновозрастных детей, то на уровне начального общего образования дети знакомятся, обучающиеся знакомятся с основными правами человека, с обязанностями и с символикой Российской Федерации. Формирование уважительного отношения к своей культуре, истории и культуре других народов, воспитание ответственности за свои поступки. В Республике Коми стоит задача реализации учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Сегодня этот предмет, он тоже наравне с другими должен решать задачу духовно-нравственного просвещения. И мы считаем, что духовно-нравственное просвещение и правильное отношение к закону – это те понятия, которые очень перекликаются и взаимосвязаны, интегрируются, и в том числе и в данном предмете. Интегрированный характер именно дает возможность использовать педагогам данной образовательной области на ступени основного общего образования. И мы понимаем, что на начальной ступени общего образования, когда дети изучают основы религиозных культур и светской этики, основы правовых знаний также дети уже имеют. И поэтому на задачи на уровне основного общего образования мы уже ставим более усложненные. Это воспитание у школьников уважения к закону и правопорядку, позитивным нравственно-правовым нормам, знание символики Российской Федерации и Республики Коми, формирование умений обучающихся разрешать конфликтные ситуации в семье, в школе мирным путем, развитие творческого потенциала школьников через актуализацию темы норм законов и ответственности за их несоблюдение. К сожалению, многие дети, подростки не до конца понимают меру ответственности перед обществом, перед государством за свое поведение. Очень часто совершенно неоправданные действия, абсолютно непродуманные, могут привести к очень серьезным последствиям, и дети могут быть привлечены к административной ответственности и даже отчасти к уголовной ответственности. Об этом дети, к сожалению, узнают тоже очень поздно. А вот на уровне среднего полного общего образования мы готовим уже детей к формированию, воспитываем гражданскую ответственность, уважение к правам уже другого человека, формирование способности и готовности к ответственному действию в сфере отношений, урегулируемых правом, развитие социально-правовой активности, формирование знаний о России как правовом государстве
именно как о родном Отечестве. Слово «отечество» звучит неоднократно, и оно настолько глубоко, оно настолько важно для каждого гражданина Российской Федерации, потому что на самом деле Отечество, оно имеет очень много отзвуков, наверное, в душе тех людей, которые понимают вот ту глубину и высоту данного понятия. Отечество, оно может быть и для человека родным домом, и тем местом, где человек родился. Это место, где человек должен всю жизнь творчески созидать, развивать это общество. Отечество — это земля наших предков. Отечество — это гордость за историю, за наше прошлое. Также Отечество, оно сродни понятию отцовства. И именно на уровне среднего полного образования дети в будущем должны готовить себя уже к будущему ответственному родительству. И именно институт отцов сегодня у нас должен развиваться в обществе, потому что государство уделяло большое, огромное внимание именно институту матерей. А в этом году у нас на государственном уровне Республики Коми уже есть государственный теперь праздник День Отца. И это очень значимое событие. И гражданская позиция и ответственность, в том числе старшеклассников, а может быть и учащихся средних профессиональных образовательных организаций, вузов, она заключается в том, что человек должен готовить себя к роли отца, к роли матери, к роли семьянина. И это важная составляющая нашей авторской программы. Также очень важно знание о памятных датах воинской славы. Очень важное знание об именах героев-защитников России. К сожалению, многих защитников нашего Отечества знают за рубежом. И именно на наших вот этих примерах героизма воспитывают свое будущее поколение в других странах Европы, а может быть даже и Америки. А наши герои, очень часто такие, как, например, Тимур Апакидзе или Евгений Родионов. И можно здесь привести еще много-много различных имен, о которых просто не знают наши школьники. И я считаю, что это очень серьезный пробел в нашей системе образования. Поэтому наша программа, она является именно составляющей именно такой, которая бы углубила духовно-нравственное осмысление нашей жизни. И многие считают, наверное, что авторская программа — это нечто абсолютно новое, то, чего еще не было никогда. На самом деле традиционные инновационные подходы, они в совокупности как раз и дают возможность вот это обоснование новой методики, нового понимания многих каких-то принципиальных идей, практическое их содержание, дающее возможность проанализировать, дающая возможность систематизировать знания и перевести их на новый какой-то уровень, дает возможность именно это обоснование дает возможность получения программы статуса авторской. И мы предлагаем в нашей программе это обучение по типу формирования проектов и исследований обучающихся. И нами выделены ключевые направления проектных направлений. Такое направление, как «Я гражданин», он связан с формированием гражданской позиции, понятием патриотизма, отношением к миру, отношением к людям, отношением к родине, отношением героев, отношением к подвигу, к нравственному подвигу, к духовному подвигу, гражданскому подвигу. Понятие «подвиг», оно очень многогранно. Дети касаются этой темы в курсе начальных классов, в курсе основ религиозных культур и светской этики. 1 час дается на изучение этой огромной важной темы. Конечно, мы считаем, что эта тема обязательно должна иметь продолжение и развитие. И курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» интегрируется с курсом «Азбука права» и помогает именно решить эту сложную задачу. Следующая проектная идея — это «Мой родной край». Очень важно сегодня детям понять, что очень
ценное место на земле — это малая родина. Это та родная земля, это тот родной Коми край, который нам дан как данность, в котором мы родились, и на той земле нам, конечно же, предстоит расти, воспитывать своих детей, жить и хранить традиции, которые имеются. И Коми народ — это действительно хранитель народных традиций. Не случайно есть такое понятие, как коми-орнамент. И вот коми-орнамент, он очень явно дает основу к правовой грамотности коми-народа. То есть коми-народ, он всегда воспринимал некую цикличность, такую вот, такая особенность, как повторение отдельных элементов и использование этих знаков, в том числе и в понимании, что такое родовая собственность. Посредством речи эти традиции передавались из поколения в поколение. И наши предки, коми-народ, жил именно общинами, и много поколений жило под одной крышей. То есть это было очень важно понимать, что такое чувство, родственные чувства, семейные чувства. И у коми-зырян было очень развито вот чувство права и законопослушного гражданина. И несмотря на то, что коми-зыряне, они развивались по каким-то особым традициям, вот эта устоявшаяся коми-национальная культура, она на сегодняшний день имеет свою самобытность, и мы, конечно же, должны ей гордиться, мы должны ее развивать, мы должны ее изучать и понимать. И понимать именно с точки зрения правового самосознания. Почему так важно именно иерархия, очень важно вот этот вот традиционный уклад, где-то может быть даже уклад, который принимает именно семейственные вот эти вот родственные, укорененные в сознании связи. И все это, конечно же, очень большое значение имеет в жизни и современных людей, которые проживают на территории Республики Коми. Я и окружающая среда, проблемы экологии. Мы прекрасно понимаем, что проблемы экологии они сегодня стоят очень остро, и что природа — это наш дом. Как защитить природу? Это очень важная такая вот правовая, что ли, форма, когда мы понимаем, что кроме нас, кроме людей, нашу природу, наш родной дом никто не сможет защитить. И, конечно, правовая экологическая составляющая — это тоже одна из составляющих нашей программы. Следующий блок посвящен теме культура. Отчасти я уже говорила о культуре коми-народа, но нам необходимо знать, конечно же, именно понимать многообразие и единство культур, насколько это важно, потому что каждая культура, она является носителем ценностей, традиционных ценностей. А ценности, они формируют социально значимые качества личности. И вот когда мы говорим о диалоге культуры во имя гражданского мира и согласия, это опять же наш праздник государственный, День народного единства, который тоже должен отмечаться широко. И это определенная культура праздника, которая помогает детям формировать свою гражданскую идентичность и самосознание. В нашей программе крупным блоком стоит наряду со всеми другими темами тема семьи, тема ценностей, тема веры, тема любви, тема ратного подвига, труда, творчества, защиты Отечества, родословная. Такое творческое задание выполняют дети, как изготавливают герб своей семьи. И мы приводим к пониманию детей, что семья — это щит Родины. Это значимое место на земле, где человек должен быть защищен, любим, где у него должны быть те ценности, которые должен ребенок благодаря родителям понимать и передавать своему будущему поколению.
И один из тематических блоков, который посвящен теме закону и правопорядку, он очень сильно связан с этическими и нравственными нормами, с нормами моральными и права, и такими понятиями, как долг и честь. Долг и честь — это понятия святые. Есть замечательные слова, которые, к сожалению, все реже и реже употребляются нами в повседневной жизни. К нам приходит очень много новых слов, которые не имеют отечественного, какого-то исторического смысла, основы. А слова, которые непосредственно связаны с темой милосердия, они не должны уходить. И наши слова, такие как долг, честь, достоинство, они обязательно должны рассматриваться именно с точки зрения нравственности. И не только с точки зрения нравственности, но и с точки зрения норм права и морали. И вот в конце, итогом всей деятельности, ребенок, обучаясь по программе «Азбука права», он может сформировать для себя итоговое портфолио, которое формируется и которое состоит из различных разделов. Могут быть различные практические разработки, творческие задания, сочинения эссе, которые имеют, может быть, такой вот глубокий характер, который решается на уровне, конечно, взаимоотношений в семье и чем семья готова поделиться. То есть какие, может быть, проблемы, которые решались именно благодаря сплоченности в семье и с использованием норм практического права. Это могут быть творческие задания, которые описаны совместно с семьей. А также могут быть различные источники информации, которые ребенок изучает, которые анализирует, которые структурирует, дает обоснование, пишет рефераты, пишет работы такого творческого характера. Также это могут быть образцы индивидуальных групповых творческих работ по различным темам. Это может быть описание результатов проектной деятельности, совместной деятельности с родителями. Это могут быть викторины, кроссворды, ребусы по темам программы. Это могут быть разработаны рисунки, схемы, таблицы и другие дополнительные материалы, созданные самими обучающимися совместно с родителями. Также в правовом портфолио может содержать словарь терминов, которые дети изучают в рамках теоретического блока программы «Азбука права». Если говорить о ступенях образования, то и мы говорим о том, что это 3 уровня образования, 3 года обучения, различные разделы, и мы не можем не остановиться более детально на таком документе, как Конституция Российской Федерации, которая была принята 12 декабря 1993 года. Совсем недавно на государственном уровне мы отмечали День Конституции Российской Федерации. Конституция — это главный, это основной закон нашего государства. Она определяет основу общественного строя, права и обязанности граждан, систему государственных органов, общие правила и все остальные законы страны. В Конституции Российской Федерации говорится: мы многонациональный народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой на своей земле. Утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепринятых принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру, добро и справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед нынешними и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем Конституцию Российской Федерации. И таким образом
этот документ является основным регулятором отношений в нашем демократическом обществе. Сравнительно документ молодой, конечно, может быть в чем-то несовершенный. Понятно, что он отстаивает права человека, а каждый человек понимает права свои неоднозначно. И вот это вот урегулирование понятий, норм права и морали, это, конечно же, является основной функциональной задачей принятой данного документа Конституции Российской Федерации. Поэтому плавно мы переходим к изучению понятия России, что это Россия — это наша Родина, это многонациональная страна с богатым прошлым, на которой проживают разные народы. И все они имели опыт уживаться на одной территории очень, скажем так, дружно. Такое единение, консолидация нашего общества в единое государство, которое должно развиваться. Конечно же, дети должны понимать, что именно в России наше будущее, что это задача каждого гражданина не для того получаем мы опыт и знания, чтобы уехать в другую страну, а именно чтобы жить здесь и понимать, что именно от каждого человека зависит будущее благосостояние. И что на сегодняшний день именно президент является гарантом нашей стабильности и безопасности, что именно понятие права, оно всегда включало в себе такую основу, как правило, правитель, правительство. То есть, понятно, противоположная основа этого слова — кривитель было бы, да? То есть кривитель — это тот, наверное, человек, который стоит у власти, но который не может управлять должным образом. Мы всегда говорим, что именно правитель — это тот человек, который удостоился быть избранным народом или назначенным, да, то есть в разные исторические периоды это было по-разному. И таким образом правитель — это тот, кто регулирует, руководит, помогает, формирует, дает прочную основу, который делает нашу жизнь именно тем единым государством, которое должно сохранять свой суверенитет, защищать отстаивать свои границы и интересы народа. Поэтому очень важный раздел — это человек и закон в нашей стране. Мы понимаем, что человек и закон — это только на начальном этапе, это только какие-то первые азы, в который включается ученик начальных классов. И постепенно эти знания расширяются через понятие «я и социум», «я и закон», «я и традиция», «я и правовое самосознание». И права и обязанности граждан Российской Федерации, они соединены, друг с другом взаимодействуют, неразрывно связаны и не существует друг без друга. Не может быть прав без обязанностей, так же как и обязанностей без прав. И поэтому дети очень у нас сегодня четко могут усваивать свои права. Но если мы не будем включать их в диалог об обязанностях, то все права, они будут трансформированы, и искажен будет их основной смысл и основные приоритеты. Потому что права всегда связаны с обязанностью, повторяюсь, может быть уже. Таким образом, на уровне среднего полного образования дети знакомятся с понятием семейное право, и здесь уже идет подготовка именно к ответственности перед своими родителями, перед своими правами и обязанностями в будущей семье, которую ребенок в будущем будет строить. Что такое брак? Да? Что брак, он может быть только зарегистрирован соответствующими органами, да, в ЗАГСе. И поэтому все права, которые не зарегистрированы, и все те отношения не зарегистрированы в ЗАГСе, они
соответственно, не имеют тех гарантий, которые при условии закрепления в соответствующих органах, и точно так же приводит к распущенности, к вседозволенности, к постоянным пробным отношениям, которые ни к чему не обязывают. И, конечно же, гражданское самосознание, оно формируется именно через понимание, что же такое институт семьи и что такое брак в исконном понимании этого слова. А мы знаем, что до революции у нас не было органов бракосочетания. У нас единственное, что соединяло людей узами, скажем, семейными узами, это таинство, которое было установлено церковью и которое называлось и называется до сих пор таинство венчания. И сегодня наше общество, конечно, оно трансформировалось. У нас сегодня, может быть, какие-то уже более свободные нравы появились, но тем не менее традиция, она должна изучаться, она должна почитаться. И где-то, может быть, эта традиция поможет в гражданском самоопределении личности, в осознании именно тех моральных устоев, которые наши предки чтили и передавали младшему поколению. Вот поэтому мне бы хотелось сегодня поставить перед вами некоторые вопросы для осмысления. Может быть, каждый из вас сейчас для себя именно попытается определить приоритет, что же такое Отечество, попытается объяснить свои чувства и образы описать, которые возникают при размышлениях о нем, в чем проявляется самобытность России в прошлом, в чем она проявляется в настоящее время. Почему Русь называли святой? Тысячелетний идеал или это жизненная реальность? Можно ли говорить, что в образе нашего Отечества есть единство цвета, звука, идеала? Вот такой вот поэтический можно образ Отечества создать. Ну и многие такие темы, которые как раз так и звучат. И в основе темы «Родное Отечество» звучит как раз такой подход, как изучение традиций многих народов. И многие народы находят для своего Отечества какие-то значимые, точные словесные определения, образы. Итальянцы называют свою родину солнечной, англичане любят выражение «старая Англия», французы говорят о прекрасной Франции, немцы об ученой Германии. Наши предки именовали свое Отечество Святой Русью. Что же стоит за столь возвышенными словами? И как говорить на такую, может быть, сложную и очень важную тему с детьми? Какие же личностные результаты мы должны сформировать благодаря таких вот важных составляющих, ценностных составляющих? Конечно же, это прежде всего осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России, освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Если говорить о семье, то, конечно же, это прежде всего идеал, укорененный в традиции православных именно народов, и звучит он как союз мужчины и женщины. Сочетается этот союз именно узами церкви. И сегодня очень часто звучит такое формальное отношение к семье, как, например, как социальной ячейки общества или к социальной группе. Поэтому мы, конечно же, должны говорить с детьми о том, чтобы дети понимали отличие именно того духовного смысла и тех тенденций, которые на сегодняшний день пропагандируются, может быть, где-то средствами массовой информации. Вот это отличие, свою вот эту вот нравственную позицию по отношению к каким-то нововведениям, которые приходят к нам с Запада, тем ценностям, которые чужды для исторической функции миссии России в мировом сообществе, конечно, мы должны эти понятия тоже уметь различать. Тема «Родина, Россия, Российская Федерация», «Малая Родина». Мы знакомим детей с гербом.
Наш герб является его символом святой Георгий Победоносец. Почему понятие святость, святыни, оно тоже как-то утратило свою вот эту актуальность, может быть, и все реже и реже звучит в школьной программе понятие святой. А если мы будем говорить о наших символах, мы будем говорить о гимне Российской Федерации, который написал Сергей Михалков, и слова которого звучат на сегодняшний день настолько явно, символизируя наше глубокое уважение и преданность к Отечеству. Слова гимна, они могут запасть ребенку в душу. Мы исполняем гимн только стоя. Мы понимаем, какая обязанность перед Родиной у каждого из нас есть, чтобы сохранять и соблюдать вот эти символы, которые принадлежат российскому государству. Все, что связано со столицей нашей Родины, с Москвой. Не случайно ее называли всегда Москва златоглавая. Почему именно так к ней мы должны относиться? Почему сегодня мы должны очень понимать роль и функцию и огромный труд, который осуществляет наш президент для того, чтобы наше небо оставалось мирным, чтобы наши границы были целостными. Какое важное предназначение быть президентом, какая важная функция, миссия лежит на нашем президенте Владимире Владимировиче Путине. И, конечно же, наши символы Республики Коми — неотъемлемая часть внутреннего закона, который внутри нас, закона, который нам напоминает наш внутренний голос, это наша совесть. Совесть именно как регулятор нравственной жизни. Наша программа, она имеет такую особенность, которая дает возможность творческим строить занятия. И очень много работы над пословицами и поговорками. А мы знаем, что мудрость наших предков и вот все те законы и те нормы, они источником были именно фольклор. Это была наша литература. Это была наша не только может быть, литература детская, да, но это и классическая литература, это и житийная литература, это наши предания, которые дошли до нас, да, это священное писание, как один из источников глубокой мудрости многих поколений. И, конечно же, мы ни в коем случае понятие образования не забываем о том, что образование — это прежде всего слово «образ». Мы в ребенке формируем целостный образ, целостную личность. Неотрывно от той идеи, от того незыблемого закона, который складывался на протяжении тысячелетий, и закон этот называется «закон Божий». И мы здесь многие понятия связываем воедино. То есть у ребенка формируется целостная картина мира, не отрывочное представление о мире, а именно целостное представление о понятии о Родине, как о символе и понятии святом. И мы здесь очень много приводим различных цитат, которые можно с детьми обсуждать. Уже я говорила о том, что в истории Отечества очень много незаслуженно забытых героев. И очень многие герои — это история святых, о которых дети тоже некоторые уже, может быть, и забыли. И, к сожалению, школьные программы не всегда дают нам полную вот эту вот картину, показать именно роль святых людей, как воспитание именно идеала благочестия, силы духа, такого
мощи, могущества. Именно Отечество наше очень в трудные периоды жизни не благодаря каким-то материальным ресурсам наш народ побеждал, а именно своему историческому такому духовному единению, доблести, подвигу, героизму, который совершенно не поддается никаким, может быть, каким-то вот прагматическим, что ли, идеям, а именно иногда понимая, что не в прагматизме была сила, а именно в глубокой вере и в преданности, и даже в самопожертвовании. И здесь вот мы на данном слайде видим именно тех людей, которые сражались за Отечество, за веру Христову, которые были князьями, которые были великими полководцами. И вот на сегодняшний день мы, конечно же, понимаем, что это не только история, но это и наша современная жизнь. И очень много героев, в честь которых сегодня названы школы, значит, имена носят образовательные организации. И мы понимаем, что какая огромная честь данным образовательным организациям, что они носят имя определенного героя, что есть на чем воспитывать, есть к чему вести. Есть тот маяк, который освещает путь. Очень много тем, которые связаны именно с формированием именно гражданской позиции и осмыслением ценностей. И если мы говорим о ценности, например, такой ценности, как материальная ценность, то есть, конечно, мы понимаем, что сегодня компьютер, интернет, информация сама по себе является ценностью. И мы понимаем, что информационная безопасность – это очень важная составляющая правовой культуры и правовой грамотности. И мы, конечно, стараемся знакомить детей с теми сайтами, с той информацией, которая должна включать детей в понимание, почему именно некоторая информация приносит вред, уметь фильтровать информацию, уметь защищать себя от негативной информации, уметь понимать, что ответственность за распространение противоправной информации, она тоже преследуется законом. И многие подростки, к сожалению, не отдают себе отчета в своих иногда действиях, которые совершают именно в соцсетях. Очень важно понять современному молодому человеку именно функцию труда в жизни человека, что труд именно основа бытия, что без труда, без добросовестного труда наше общество не может быть консолидируемым, не может быть развиваться, оно не может именно решать задачи трудового законодательства, которые на сегодняшний день решаются на рабочих местах. К счастью, трудовое законодательство позволяет трудиться уже и детям, достигшим 18 лет. И трудовое законодательство защищает уже детей, тех, которые могут и получать образование, и также быть трудоустроенными. И решение правовых задач, здесь это тоже одна из неотъемлемых частей нашей программы, потому что сегодняшний день труд – это основа бытия, и дети не может формироваться экономическая грамотность, а экономическая грамотность – одна из приоритетных задач именно в системе образования. А экономическая грамотность не может формироваться, если ребенок не дает от себя отчета в том, чтобы уже готовить себя к трудовой деятельности, понимать, что такое трудовое законодательство, какие гарантии дает трудоустройство именно по трудовой книжке. И мы, конечно, сегодня понимаем, что детям не очень нелегко бывает уметь не попадать в какие-то сложные жизненные ситуации, именно связанные с трудоустройством. Нужно быть бдительными. Не всегда работодатели бывают, скажем так, заинтересованы в том, чтобы оплачивать труд, в том числе и несовершеннолетних детей, что у несовершеннолетних детей именно особые права, которые связаны с неполной занятостью детей.
Ну и также эта тема через осмысливание идет ее через разработку исследовательских проектов, изучение различных статей, телепередач, интернет-ресурсов, пословиц, поговорок. То есть, опять же, практика такая вот, связанная с выявлением проблемных моментов, их изучением, их анализом. Я уже говорила про тему «Совесть, регулятор нравственных отношений между людьми». И вот тема эта освещена в нашей программе, она является ключевой. И мы, конечно же, должны понимать, что тема непростая, что сегодня понятие совести, оно не должном уровне, на уровне, может быть, тоже обосновывается в каких-то в практике учебной. И вот в данном случае внеурочная деятельность помогает осмыслить, понять меру ответственности человека и понять, что такое совесть вообще как регулятор нравственных отношений между людьми. Есть еще и другие темы, о которых я уже говорила, снова заострять ваше внимание на них не буду. И много пословиц, много высказываний, много различных мнений предлагается. Именно УМК предлагает разъяснение некоторых сложных тем, темы, которые, может быть, иногда требуют тщательной проработки. И здесь мы вот строим нашу концепцию на том, что необходимо обязательно изучать великих людей, что они говорят по теме Родина, для того, чтобы еще раз осмыслить. Это, конечно же, и слова поэта, например, такие слова, как «Русь моя, люблю твои березы, с ранних лет я с ними жил и рос, потому и набегают слезы на глаза, отвыкшие от слез». Может ли ребенок, современный подросток сегодня умилиться, что ли, от того, что он почувствовал себя вот именно на природе, увидел эту красоту, услышал слова поэта Николая Рубцова об образе березы и проникнуться этим величайшим духовным смыслом. Потому что очень часто природа именно символизирует образ Родины. И словом «отчизна» по Владимиру Далю — это родная земля наша, где отцы и деды жили и умирали, где родились и сами мы живем и хотим умереть. Она земля отцов наших, и за это зовут ее отчизною, отечеством. Мы родились на ней, за это зовем ее родной землей, родиной. Кому же не люба земля отцов и дедов? Кому не мила родная земля? Кто не постоит за родину свою, за землю русскую, которую завещали нам духовные свои деды и прадеды наши, а мы завещать должны детям и внукам своим. Вот такое вот наследие историческое мы на сегодняшний день имеем, в том числе и лирические произведения, в том числе и образы и символы. Все это в совокупности формирует у ребенка гражданскую позицию, чувство ответственности, чувство сопричастности, чувство признательности к тому, что мы на сегодняшний день имеем. Хотелось бы мне отметить, что наряду с программой авторской «Азбука права» мы также сегодня имеем много тех сборников, методических рекомендаций. Опыт также используется педагогов-практиков Республики Коми, который мы обобщаем, систематизируем, приводим вот в такие вот тематическую такую вот методическую литературу. На сегодняшний день в Коми Республиканском институте развития и образования опубликовано очень много различных изданий, которые очень востребованы, которые не раз переиздавались. К сожалению, сейчас их уже нет в нашей методической копилке, но, как и все те материалы, о которых я сегодня говорила, именно опубликованы они
в информационных ресурсах нашего Института развития образования. Чуть позже покажу путь, как найти это пособие, как найти эту программу. И, конечно же, мы опирались на опыт прошлых лет, когда мы анализировали, обобщали, систематизировали опыт наших педагогов. И сегодня наша программа «Азбука права» — это некая интеграция, это некий синтез тех идей, тех задач, которые в обобщенном виде мы сегодня смогли структурировать и представить в нашем сегодня на нашем электронном ресурсе. Надеюсь, что, возможно, в следующем году данное пособие будет напечатано, поэтому мы просим вас, присылайте заявки, пишите комментарии, может быть, обращайтесь непосредственно по телефону в Центр развития общего образования, воспитания и развития личности. Руководителем нашего центра является Кальницкая Татьяна Сергеевна. Непосредственно по вопросам публикации и авторских материалов, разработок вы можете обращаться ко мне. Меня зовут Ванда Цветановна Попова. Я являюсь методистом Центра развития общего образования и воспитания, развития личности Института развития образования. Задачами патриотического воспитания занимаюсь уже многие годы. Считаю, что именно патриотизм является цементирующей основой существования и развития нации и государства. Очень много авторских курсов, тем, методических разработок, конспектов занятий, которые представлены в данном МК, посвящены этой теме. И я считаю, что в этом году мы апробировали новую программу, связанную с патриотическим воспитанием. Она у нас в Республике Коми была апробирована, и отзывы и результаты первые мы уже имеем. Они опубликованы в новостях на сайте Института развития образования. Поэтому мы вас благодарим за сотрудничество, за вашу помощь, за ваши отзывы. Конечно же, всегда ждем вас на наших курсах и очень рады общению с вами. Рады любым контактам с вами, рады всегда поделиться информацией. Здесь вы видите номер телефона. На сегодняшний день по номеру телефона по единому можно дозвониться к нам в центр. Добавочный номер можно назвать 330. Заканчивая данную презентацию, мне бы хотелось показать именно тот электронный ресурс, программу, которая находится на сайте института. Электронный ресурс вы видите на сайте института. Программа курсов внеурочной деятельности гражданско-правового просвещения обучающихся общеобразовательных организаций Республики Коми. И с данной программой более подробно, более детально, более широко вы можете познакомиться именно на сайте института через электронные ресурсы. Время нашего вебинара истекает. Мне остается пожелать нам с вами творческих успехов, плодотворного сотрудничества, в году новых проектов, новых встреч. Возможно, это будут у нас и круглые столы. Приглашаем к участию. Всегда рады, когда вы к нам идете на консультацию, обращаетесь за помощью. Любая консультация – это возможность понять те потребности, которые на сегодняшний день существуют именно у педагогов различных категорий, классные руководители, учителя-предметники, учителя, это педагоги дополнительного образования, это руководители школ. Это также мы приглашаем к сотрудничеству преподавателей профессионального образования, среднего профессионального образования. Конечно же, все, кто занимаются правовым просвещением, духовно-нравственным образованием, которые занимаются организацией внеурочной деятельности, для которых важна судьба наших детей и нашего образования, нашей системы образования в целом. Благодарю вас за участие в нашем вебинаре. И, наверное, на сегодняшний день с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До новых встреч.